Добрый день, поважанное спадарство. З вами радыё Свабода, я Юры Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй перадачы, палітычны аналітык Артём Шрайбман. Артём, добрый дзень. Добры. Таксама доктор філазофіі, галоўны рэдактор сайту «Наше мнение» Анатолий Паньковский. Здравствуйте. Добрый день, Толя. И уладальнік, стваральнік гомельскага выдання «Сильные новости», ну, оно уже як бы и национальное таксама, Петр Кузнецов. Петр, добрый вечер. Добрый вечер. Спадарства, тэма нашай сённяшняй гутаркі навеяна тэкстам, які апублікаваў Артём днямі, спачатку ў сваім тэлеграм-канале, потым Тутбае. Сэнс гэтага тэксту, ну, з двух словах, я дам вам слово, Артём, але так вот, калі коротка. Задача нумар 1 – вернуть краіну выбары. Гэта павінен быць пункт нумар 1 на парадку будучага круглага стола, калі сённяшнія лідары апозіцыі хочуць перамагаць пасля гэтага. Захаваць адзінства і не даць суперніку падсунуць выгадную яму тэму перамоваў важней, чым выцягнуць з праціўніка максімум саступак у тэме, якую прапануе ён. Артём, ну вот я думаю, что многие сказали бы, что вы про что-то такое фантастичное разважаете, калі тут Тихановская предъявляя ультиматум Лукашенку, вот сегодня марш пенсионеров, учора марш партизанов, а вы вот как-то про все той же круглый стол. Где круглый стол? С кем круглый стол? Кого круглый стол? Юрий, я, конечно же, не про организацию этого круглого стола говорю. Я про, это скорее текст, совет, я редко их даю, но совет о том, что не стоит не то чтобы вестись на второстепенные вещи, а стоит помнить о том, что такое первостепенная вещь. Это именно вот честные выборы, которые, мне кажется, при сегодняшнем раскладе сил позволили бы единому оппозиционному фронту перестать быть оппозиционным, стать правящим. При любой избирательной системе, при любой конфигурации парламентской или президентской республики и так далее. Вот в чем как бы смысл текста. Насчет круглого стола это, разумеется, не пишется про сегодня, про завтра и про послезавтра. Я даже не уверен, что на этом круглом столе, если когда-нибудь мы к нему придем, обсуждать будущее устройство Беларуси будет Тихановская и Лукашенко. Это могут быть совсем другие акторы. Лукашенко может провести какую-нибудь косметическую реформу Конституции, потом русские заставят его уйти, и он передаст власть какому-нибудь преемнику контролируемому, надеясь его контролировать в процессе. Оппозиция переформатируется к тому времени 10 раз, и уже в будущем неустроенный этим всем народ снова продолжит возмущаться, и это приведет к новой необходимости передоговариваться. Я не мыслю сейчас во временных рамках или в персональных. Это вторично для тех рассуждений, о которых я писал. А именно я писал о том, что важно не смотреть в сторону, потому что пропорциональная мажоритарная система, перераспределение полномочий – это все очень важные вопросы. Но просто есть еще более важный вопрос. И этот еще более важный вопрос – это отвязка исполнительной вертикали от тотального контроля за выборами. Пётр, а як вы глядзіце на гэтую праблему? Вот як вернуть в Беларусь выборы? Ну, кто-нибудь, я думаю, многие, теперь уже многие в Беларуси сказали бы вельми просто: да скинуть Лукашенко, да вот и все, вот и весь ответ. И будет нам счастье, як той казав. А вы згодны вот с кім вы, с таким больш просталінейным, але даволі широко распаўсюджаным меркаваннем, ці вот с меркаваннем Артёма, что дьявол хаваецца вот в каких-то таких деталях, про якія ён сказаў? Ну, тут можна пагадзіцца і з тым насамрэч, а ісціна будзе недзе пасярэдзіне. Бо, па-першае, натуральна, нельга ігнараваць зараз той момант, што народныя памкненні і вось гэтыя пратэсныя рухі, яны на сённяшні дзень як бы ўжо збольшага не слухаюць палітыкаў. І як бы, нават калі б зараз пачала казаць Тихановская, ці нехта іншы, што давайте рабіць зараз вось так,
будем менять конституцию, вертать выборы, никто бы яе не чуў, протесты бы працягваліся вось менавіта з гэтым пасылам, што дало Лукашенко. Так? З іншага боку, я асабіста мяркую, што нават калі сам Лукашенко зараз разлічвае застацца ва ўладзе, то нешта рабіць з выбарчай працэдурай, гэта яго мусіць быць першая задача, бо калі ён працягне сваё існаванне ва ўладзе на пэўны тэрмін, то з улікам таго досведу, які атрымала грамадства ў гэтым годзе у мінулай прэзідэнцкай кампаніі, любая электаральная кампанія па старых правілах аўтаматычна выкліча новы выбух і прывядзе да новага вітка крызісу. Таму я думаю, што мы абмяркоўваць у тэарэтычным русле можам, што першае, курка ці яйка, так? Але ўсё будзе, тое будуць развівацца падзеі, ўсё роўна будзе залежаць, па-першае, зараз ад пратэсту, а па-другое, гэта ад таго, наколькі, якія планы у Лукашэнкі і наколькі ён здольны разумець зараз настранню гэтага моманту менавіта з выбарчай. Анатоль, а як вы оцениваете эту ситуацию? Я все-таки нават зараз бы сказал не столько про, як бы, можа, змест, ну, вот, Артём выступил с такой прапановай, але, ведаеце, ну, ситуация такая. Тихановская агучила свой ультиматум. Я вот когда таксама рабіў перадачу тыдзень таму, там удзельнічала гаспадарыня Красуліна, прэсавая сакратарка Тихановской, и я спытаў, так вот ультиматум означает, что про перамовы уже просто не ідзецца? Она сказала, да, так, менавіта. Зараз ідзецца про ультиматум. Вот как бы одна линия, а другая линия, ну вот мы бачим, что эти посиделки СИЗО КДБ, они как бы, ну, спочатку выпустили Воскресенского, который, ну, зразумелый человек, так сказать, он пэўную функцию выконвае. А вот какую функцию выконвае Салей, я не ведаю. Какую функцию выконвае вызвалены сёння Шкляраў, таксама не ведаю. Якую функцию выконвае Власова, зусім не абавязкова все вот это три названыя мною люди, яны просто некие марионетки Лукашенки или просто вот, ну, такой акт гуманизму. Вот как бы вот эти две линии, они имеют какую-то равнодейную? Юрий, к сожалению, тут замедление у меня произошло, прослушал большую часть вопросов. Если позволишь, я как бы интуитивно присоединюсь. Да. Добрый. Я примерно понимаю, о чем идет речь. Я, наверное, скажу о том, что вопрос, который ставит Артём, меня слышно? Да. Он действительно важен, хотя это очень изысканная постановка вопроса для нынешней ситуации, которую можно назвать в некотором смысле патовой. Нынешний политический кризис – это результат действительно потери легитимности, и не просто дело в том, что избирательная система, она потерпела крушение. Произошел локдаун избирательной системы, хотя они сами для себя ее написали, но вынуждены были нарушать сами вот эти вот писанные ими же правила, отказывая инициативным группам, там, отказывая рассматривать заявления под предлогом того, что вот их якобы много в ЦИК поступило. Закончилось толпой это все на улице в 9 августа, и понятно, что уже эта избирательная система не работает, и получается таким образом, что автократу уже выборы как бы не нужны. Поэтому я считаю, что протест во многом он должен как бы ориентироваться на решение проблемы, как вернуть выборы. Это в такой подтвердительной манере вот этого текста говорю. Хотя каким образом это сделать, как организовать какой-то там круглый стол с участием разнообразных политических сил, это действительно большой вопрос. Анатолий, я вот зачеплюсь за слово, которое вы сказали. Тупик.
Ну, я думаю, что многие так ці інакш, вот, и Артем, и Петр з этим погодятся. Асаблівасць тупику полягае ў тым, что ранейшие дзеянні як бы не даюць плёну. Вот калі мы кудысьці рушимся, так сказать, и калі мы робім наступныя крокі ў тым же накірунку, это еще не тупик. А вот тупик, калі вот перед нами стена, и мы можем ногами некие рухи рабіць, але ну, это, и мы сами усведомляем, что это не приводит до выніку. Причем в дадзеным выпадку ободва баки. Ну, в этом сенсе можно как бы зрабіць некі вскрут колоды, чем в принципе з'яўляецца ультиматум. Какие-то іншыя ёсць варианты? Ультиматумы? Ну, я думаю, конечно, сейчас мы находимся в зоне неопределенности, есть какие-то варианты, и они кем-то время от времени предлагаются. Но дело в том, что противоположная сторона, то есть Лукашенко, этот как бы замкнутая на него группа, в общем-то, игнорирует все варианты. Чаму? І от я би сказав, що на минулым тыдні якраз то варіант прогучаў з вуснаў і намесніка міністра, і Гуапіка, і Амапа. Яны говорили про вариант. И это так само вариант выхода из тупика. Мы будем стрелять. Но как-то сказать-то сказали, но потом подумали, как бы оно, блин, не получилось нехорошо. Ну, это не столько вариант, сколько угрозы какие. Нет, ну это и вариант. Так само можно поспробовать выйти с тупику. Ну вот как бы пригрозили, а вот так и спробовать не стали. Так, а вы бачите какой-то вот выход с тупику? Конституцийный, магчыма, там, я не ведаю, какой-нибудь. Ну, конституционные, да, вероятно, хотя, конечно, это вариант с этими конституционными поправками, он, вероятно, всего будет игнорировать как раз избирательное законодательство, какие-то еще. То есть я вижу выходы на вопрос, для кого, для каких сил. Петр, ну, а вот вы згодны з вот таким як бы вызначением тупику, як тое, что ну, ободва бакі не могут досягнуть никакой мэты, и тому надо что? Все-таки яшчэ рабіць тое самае, что кожны з бакоў рабіў, и тады будзе шчасце, ну, кожны можа спадзявацца. Ці вот какой-то, как-то зусім інакш надо это вырашаць, какой-то ход. Тое, что сказал Артем, ну, вот, может, это и не вельми, так сказать, удало, але это пропанова какого-то хода от того тупику, который... То есть, вот, Петр, зараз тупик? Тупик. И? Ну так, зараз тупик, он абсолютно видовочный, и, в принципе, он был нават предказальный. Об этом казали, говорили нават и перед выборами, и я памятаю, что я сам об этом писал, что и после, что в Беларуси есть, у белорусского протеста, у белорусского народа есть одна великая проблема. В Беларуси нема ввогуле там неких легитимных политических институций, які признавали параллельно Лукашенко. Так? И когда Лукашенко стратил легитимность, нічого не засталося, і просто природа гэтага тупіка ў тым, што зараз не ідзе палітычнага працэсу. Лукашенко просто сидіць намертво, опираючыся на силовиков, а народ просто не хоча саступаць і таму не хоча сыходзіць з вуліцы. І вось як бы такім чынам намаляваўся гэты тупік. Ці можа нейкае выйсце, любое выйсце магчыма толькі калі з'явіцца нейкі палітычны працэс. Гэта можа быць па мадэлі, пра якую кажа Артем, але я па шчырасці не вельмі веру, што вось бягучая сітуацыя, так як яна ёсць, яна можа Лукашенку падштурхнуць да падобных крокаў і дзеянняў. Я хутчэй схільны верыць у тое, што сітуацыя тупіка, які стварыўся з-за поўнай адсутнасці палітычнага працэсу, яна будзе настолькі не задавальняць пэўных суседзяў нашых і знешніх актараў, тым ліку і Расію, што яны будуць
просто вымушаны, і можа гэта нават зараз і робіцца, там падштурхоўваць Лукашэнку да пэўных крокаў, каб гэты палітычны працэс як бы стварыць, запусціць. І, дарэчы, вось тое, што зараз адбываецца, як бы, вызваленне Шклярова, гэта найперш, гэта можна расцэньваць як сігнал у бок ЗША, напрыклад, так? Мягкасць сілавікоў, там учора, зноў такі шэраг вызваленняў сёння, і вось нават пра журналіста майго нашага было пытанне перад выпускам, а зараз, пакуль мы размаўляем, прыйшло, што яго не асудзілі да арышту, а выпусцілі. Такая нейкая міліметровая адліга, але, як мне падаецца, гэта нават можа быць індыкатарам таго, што на Лукашэнку моцна кулуарна ціснуць рускія зараз. Гэта можа быць сведчаннем гэтага, так? І вызваленне Шклярова, гэта можна расцэньваць як сігнал. То бок, як бы падсумоўваючы, тупік натуральна ёсць, з яго не будзе выйсця ніякага, пакуль не пачнецца палітычны працэс. Я асабліва не вельмі веру, што Лукашенко можа стартануць палітычны працэс пад уплывам унутраных пратэстаў. Хутчэй, яго да гэтага падштурхне неабходнасць пэўных знешніх кантактаў, бо у яго, натуральна, ён не зможа в ізаляцыі доўга існаваць, таму што ў яго вельмі мала рэсурсаў, каб падтрымліваць сённяшнюю сістэму і ў тым ліку сілавы апарат. Артем, а як вы бачыце выхад, тым больш з улікам вот всего контексту? Вот коллеги больш казалі, што Лукашенко гэтага не хоча. А хто хоча? Ну вот, скажем, я бачыў пару дзён таму, партия БНФ сказала, што вот на умовах Лукашенки мы размаўляць не хочам, мы не будем удзельнічаць в этой имитации, в этом фарсе с конституцыйнай реформой. Гледзячы па ўсім. И Бабарыка таксама сказаў, што, когда Лукашенко прыйшоў, СІЗА сказаў, што, у нас просто размова была, это нават не дыалог, не кажучы уже про перамовы. И я думаю, что вы от многих вельмі чулі такую думку, что калі бы, умоўно кажучы, Бабарыка выпустили, он сказал, да, давайте как-то все-таки это вот залагодим, давайте все-таки мы сядем за стол перамоваў, а вы, люди, уже, так сказать, может, не так часто ходите. Так вот, что тады он адразу б стаў палітычным нябожчыкам. И тогда, як бы, ён этого не может, Лукашенко этого не хоча. Вот, правда, вот Шкляров вышел, вот Власова вышла. Они не палітычныя гульцы, прынамсі не першага калібра. Першага калібра гэта Бабарыка і Ціхановскі, яны дагэтуль за кратамі, нават калі бы яны і выйшлі. Вот этот ціск грамадскі, про які я сказаў, у меня уже в некалькіх перадачах розныя люди вот казалі это, что калі б Бабарыка сказаў, что да, давайте какие-то перамовы, все, его нема. Смотря какие переговоры, я тут не был бы так категоричен. Если бы Бабарыка вышел и сказал, что Лукашенко мне пообещал, что в течение полугода мы проводим новые выборы, и сейчас меня выпускают, чтобы мы о них разговаривали, то, возможно, часть протестующих бы дала шанс этому процессу. Но это гадание, конечно же. Я хотел бы подчеркнуть просто еще раз, что мой текст, какие там многие другие какие-то вещи, которые я писал, они не про то, как разрубить сегодняшний тупик. У меня нет рецепта, как его разрубить. Я могу нарисовать ветку сценариев, как он может разрубиться чисто теоретически, но я не знаю, что надо сделать, чтобы к этому прийти. Я говорил именно про будущее, когда мы придем в точку какого-то политического процесса, как абсолютно верно сказал Петр. Это принципиально, чтобы он был запущен, и тогда можно будет рассуждать о тех вещах, о которых я вот рассуждаю, да, о повестке, о том, как не дать кому-то украсть повестку. Если же говорить о выходах из тупика, снова-таки, я не могу рассуждать нормативно, я не могу здесь давать советы, потому что у меня их нет. Рабочих советов здесь быть не может. Но чисто вот прогностически я вижу несколько вариантов. Один из них — эскалация очередная, которая, несмотря на относительную мягкость в последние выходные, она все еще висит в воздухе. Создание этих дружинников, которых начинают привлекать в помощь милиции. Участившееся перекрытие дорог, разговоры о партизанских каких-то тактиках и так далее. Это все создает... И, в принципе, усталость многих протестующих от того, что мирный протест не приносит быстрых побед, а также усталость того же ОМОНа, который вынужден больше 2 месяцев сидеть на казарменном положении, создают почву для того, чтобы любая спичка смогла вернуть нам градус эскалации, который, по сравнению с которым может и 9-11 августа показаться цветочками. В таком случае
особенно если это будет инспирировано властью, это будет, может стать фатальной ошибкой. Это может вернуть в нас ситуацию страйков, которые уже в этот раз не будут такими краткосрочными, и вернуть ситуацию отставок, потому что многие чиновники поймут, что шансов у этой системы нет, она просто будет возвращать нас к новому битью людей и убийству людей просто на новом круге. И поэтому это может стать одним путем разрубания тупика. Я не уверен, что я его хочу видеть, потому что это означает жертвы. Второй путь разрубания тупика – это какое-то затухание протестов, которое позволяет Лукашенко провести конституционную реформу. И вне зависимости от того, споткнется он в самом процессе или после него, я вижу, что при его поддержке, которую, мне кажется, очень сложно отмотать назад и, в принципе, нарастить, эта система обречена споткнуться на своей же конституционной реформе. То есть это будет что-то подобное на перестройку, где пытались подкрасить фасад, получилось, что получилось. Я не знаю, займет ли это столько же лет. Обрушились весь будинок. Да, и здесь не стоит списывать фактор России, которая, мне кажется, тоже не обладает безмерным терпением в отношении того, что происходит, и не в интересах Путина, вернее, он считает, что не в интересах России допускать какое-то революционное кровавое разрешение ситуации в Беларуси, поэтому он будет подталкивать Лукашенко в сторону, мне кажется, такого непровоцирования этой истории. И поэтому это все так или иначе разрубит наш тупик. На какой дистанции временной, я не знаю. И я даже не могу сказать, какого из этих вариантов я бы там хочу или за какой бы я топил, потому что у каждого есть свои вполне себе конкретные моральные человеческие издержки. Потому что в случае затухания протестов политзаключенные будут сидеть очень долго, возможно. А в случае победы протестов через кровь, мы понимаем, это кровь. Это тоже не самый приятный, скажем так, сценарий. Поэтому это сложная, драматичная ситуация, но и тупик, мне кажется, не может длиться очень долго. Потому что, кроме того, что есть взаимная усталость, есть факторы, которые подтачивают обе стороны. Зима с одной стороны и отсутствие денег. Зима близко. Да, зима близко, как и дефолт, понимаете? И вот эти проблемы, они будут нервировать как часть протестующих, которые могут переходить к более активным действиям, так и вот мы увидим уже, что и Светлана Тихановская и ее штаб осознают это и поэтому пытаются обострять хотя бы риторически через свои ультиматумы. И это же подталкивает все в более нервную сторону власти. Поэтому я, честно говоря, опасаюсь, что с неделями этого кризиса все более вероятной становится очередная эскалация какого-то уровня. Анатолий, а вот вы згодны с этой апошняй тезой Артема, что ситуация, что это, да, это вот, как вы сказали, тупик, это пэўная равновага, но она неустойлівая. И что, в принципе, все факторы, якія ёсць в ситуации, яны дзейнічаюць на выведение системы з этой равноваги и пераход в какую-то іншую равновагу. То есть, вот, грубо кажучи, так як зараз, и оно может тягнуться долго. Вот многие люди говорят, вот будем стоять до последнего. Год треба, будем год стоять. Год так может протягиваться? Год это действительно уже, как мы говорим о возможностях, год все-таки очень большой срок. И, конечно, мне бы не хотелось, чтобы это все год, эта патовая ситуация длилась. И мне кажется, это все-таки маловероятно. Я думаю, что произойдут какие-то события неожиданные, которые могут изменить направленность процесса. Или перевести его к некой новой точке вот этого динамического равновесия. То, о чем говорил Артем, да, это тоже возможно. Спад вот к зиме протестной активности, потом какая-то якобы конституционная реформа, хотя понятно, что если вот электорат надо убрать, то есть у нас уже не плебисцитарная демократия, надо опираться на какой-то селекторат, Всебелорусское народное собрание, которое там одобрит что-нибудь, которое будет предъявлено как вот там конституционная реформа, например, той же России и другим внешним акторам. Вот.
Пётр, а вот у меня такое, может быть, больш шырокага плана пытанне да адной тэзы, якую часта можна пачуць, што Беларусь ніколі не вернецца ў 8 жніўня. Она так моцна змянілася, што ну вот все, як бы нават калі рэвалюцыя зараз прайграе, яна выйграе праз год, праз 2, праз 5, но все роўна вот Лукашэнкі не будзе. А з іншага боку, ведаеце, вот, ну, скажем, пакаленне вот маіх бацькоў, ну, яно ведала адлігу. Адлігу, хрущёўскі 20-й з'езд, ну, а потом пришла Брежневщина, застой. Вот, скажем, мое поколение, люди, так сказать, перабудовы, и здавалася, все, коммунизм рухнул, больше ніколі не будзе ніякіх дыктатураў. Ну, а вот пришел Лукашенко, и, так сказать, Беларусь ізноў заснула на 25 гадоў. Ну, может быть, и зараз вот так вот як бы энергия напампоўвалася, набиралася, як в конденсаторе, потом бабах, стрельнула у жніўні, верасні, магчыма, еще некалькі месяцаў 2020 года, и потом еще на 20 гадоў заснули. Не? Так не может быть. Может быть, як заўгодна, разумеете, после другой сусветной войны никто ніколі не думал, что на территории Европы зноў могут быть боевые деяния, але здарылася, вы бачыце, война в Украине. На жаль, что зараз и в свете, в целом, ну, натурально, у нас нема еще никаких таких устойлівых, просто гістарычных рамок, якія бы усталяваліся и могли бы існаваць тысячагоддзямі. Тому, натурально, может быть и застой, так, як вы кажете, але тут есть такой момент, что то, что адбылося в Беларуси, это не просто протестная энергия супраць Лукашэнкі, но калі б яго атрымалася просто выкинуть адразу, это могло бы на гэтым и скончыцца. Так мог бы прайсці там іншы папулізм. Просто гэтыя протесты, ну, конечно, яны стартовали с того, что назапасілася вельмі моцная протестная энергия, про якую вы кажете, это правда. Але вось за гэты перыяд папулізм ён трымаецца, и у часе у той час, калі праводзіліся самі, ну, выборы ў двухкосці, так, якія выборамі насамрэч не былі. Вось за гэты перыяд беларускі народ вельмі моцна палітызаваўся. Раней ён, ну, калі можна нават нельга сказаць, што ён спаў, бо ніякага досведа палітычнага у нас, як у нацыі і у грамадства, насамрэч, ну, не было сапраўднага. А зараз люди просто зацікавіліся, что, оказывается, бывают выборы, оказывается, их у нас нават можно так сфальсификовать. Вот. Оказывается, там можно збираться у дворах. И, як бы, ну, як мне писала одна комментаторша в Фейсбуке, я вот иду по улице, а молодая мать с детем и с колыской слухая стрым про мясцовое самокіраванне. Это так само не на пустым месте як бы ўзнікла. То калі нацыя, грамадства палітызуецца, гэта як мінімум вельмі надоўга. Гэта не такі вось выбуховы як бы момант, што раз гэта здарылася і там потым праз 3 месяцы сышло. Таму я думаю, што нават калі пратэсная энергія сціхне ў пэўным сэнсе, гэта ўсё роўна будзе для Лукашэнкі вельмі нестабільная сітуацыя, бо цікавасць да палітыкі і прага зноў-такі палітыкі як інструмента сапраўднай палітыкі, сапраўднай палітычнай канкурэнтнай вось гэтай барацьбы, сапраўднага палітычнага канкурэнтнага жыцця, гэта застанецца як мінімум вельмі надоўга, і запыт такі будзе. І вось колькі Лукашенко будзе перашкаджаць гэтаму працэсу, нават калі людзей не будзе на вуліцы, все равно будзе існаваць пагроза, што пратэсты ў любы момант і ў любым выглядзе змогуць аднавіцца. Таму што гэты запыт ёсць, і ён нікуды не падзенецца. Добра, дзякуй, калегі, дзякуй, Анатоль, дзякуй, Артём, дзякуй, Пётр. На жаль, мы як бы вырашыць, конечно, праблемы не здолелі, і выйсці з тупіку таксама знайсці не здолелі. Ну, прынамсі, мы все-таки яго хаця бы адрэфлексавалі. Дзякуй вялікі, а нашим гледачам я нагадаю, што за працягам развіцця падзеяў вы можете сачыць на YouTube-канале Свабоды і на Telegram-канале Свабоды. Да пабачэння.